Вторая часть панельных дискуссий более важна для людей-практиков, которые собрались в этом зале, поскольку мы будем говорить не о столь важной теме, как государственная поддержка, а о реальном опыте людей, которые что-то пробовали сделать в России и уже сделали. Тема нашей второй дискуссии, значит, опыт предпринимателей в России, возможности, риски и результаты. I'm Fabrizio Rolle, I'm CEO of our leasing company in Russia. I work for Unicredit since 10 years, more than 10 years actually, and I have developed experience in corporate banking, by the way, even in Latvia. Меня зовут Евгений Белезяк, и я являюсь генеральным директором лизинговой компании, которая ответственна за весь прибалтийский рынок. Но, как вы могли понять из моей речи на открытии, в том числе мне довелось поработать в России целый год, это был 2010-2011 год, тоже в той же компании, которую сейчас возглавляет Фабрицио. И могу сказать, что какой-то опыт я приобрел по работе в России, и меня очень часто спрашивают, ну скажи, ну как оно там было, нам безумно интересно. И я пробовал сначала ответить пространно, приводя аргументы, но потом я понял, что людей интересует больше эмоциональный настрой, и у меня есть такая квинтэссенция моего опыта в России, которая вложена в два слова. Это было просто безумно интересно. Protams, mani sauc Juris Savickis, es esmu tātad ITER Latvijas prezidents. ITER Latvija šogad nosvinējām 15 gadus. Pirms tam 2 gadus mēs kaut kā organizējamies, tas nozīmē 17 gadus. Bez tam es esmu Latvijas gāzes padomes priekšsēdētāja vietnieks. Piegādājam gāzi ITER uz Latviju, Lietuvu un Igauniju. Kaut ko 30% no apjoma, ko patērē valstis. Es gribētu pateikt tādu kā joku, kad prasīt kopumā, kāds ir latviešu-krievu attiecības biznesā. Tad vislabāk to raksturo tāda priča, kad Gorbačovs tikās ar Tečeri. Un Tečeri viņam saka, nu pasakiet vienā vārdā, kā jums tur Krievijā iet? Viņš saka, good. Un nevienā vārdā viņš saka, not good. Labdien, man sauc draugs Murmans, un šodien es pārstāvu kompāniju, kuras tas partners nekustamā īpašuma kompānija, kas darbojas Krievijas tirgu 8 gadus, bet pāris vārdos par sevi un par Krieviju. Tad teikt, man aktīvā darbība Krievijā aizsākās 2004. gadā, kad es tajā laikā Hansa bankas pārstāvs nodibināju Hansa bankas biznesu Krievijā un iegādājos arī tur banku, par ko es pēc tam varbūt sīkāk pastāstīt, ja kādi interesē. Un es gribu pateikt, ka laikam man ir bijis tas gods un, kā teikt, laime, kā teikt, ka caur manām rokām, man liekas, ir notikusi Baltijas lielākā investīcija Krievijā, manuprāt, ja es nemaldos, kur bankas kapitālā manā laikā tika investēti vairāk nekā $100 miljonов. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить организаторов этой прекрасной конференции, руководство Unicredit банка, за создание такой прекрасной атмосферы и обсуждение таких актуальных вопросов, которые сегодня мы обсуждаем. Я представляю ТВА Групп, это объединение компаний, которое начинает свою историю с 1995 года. С этого же года мы представлены на российском рынке, начинали свой путь как генеральный перевозчик латвийского морского пароходства. Мы перевозили контейнера, которые приходили в Рижский порт с судами морского пароходства. С 1997 года начали развивать в рамках логистической компании другие направления для удовлетворения потребностей российских импортеров. В первом канале мы больше говорили о том, что бизнес теперь с Россией делать легко, но вы могли бы рассказать, как это на самом деле? Конечно же, мы в 90-е годы столкнулись с различными препятствиями. Мы столкнулись с произволом российской таможни, что имело место быть в те годы. Мы столкнулись с огромной бюрократией при решении тех или иных вопросов, как
регистрация компании, как все сопутствующие мероприятия работающей компании, сдача отчетов, получение лицензий и так далее, и так далее. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день это реально миф. Реально на российском рынке прекрасно работается. Es negribētu piekrist viedoklim, ka Krievijā ir viss tāpat kā Eiropā. Tas, manuprāt, ja teiksim, nebūs pareizi. Dažādi cilvēki viedokļi var dalīties, jā, bet jebkurā valstī, kurā jūs iesiet, būs savu specifiku un savas nianses, kur jūs sapratīsiet tikai kādu zināmu laiku tur darbojoties. Un vienkārši ir zināmi, kā teikt, spēles noteikumi, tradīcijas, mentalitāte, kur vienkārši jāpieņem un jāakceptē. Tāpēc, ka esošo lietu kārtību laust ir diezgan sarežģīti, ceļš tādā lielā valstī kā Krievijā. I want to ask Mr. Volvo, you just really said that you don't have to drink so much vodka anymore to do business in Russia. Thank you for the question. Thank you for the question because I was really surprised about it. Maybe because I'm Italian, but my personal consumption of vodka increased dramatically. So, besides the pure financing, that could come in with several type of product. The product which we are more familiar, which is leasing, it's been mentioned this morning, all the transactional banking activity. But what is important is also to be a sort of support and guide in accessing to the market, sharing part of the know-how that we are acquiring from financial institution point of view. Я зачастую общаюсь с бизнесменами, с латвийскими, которые приходят, и они мне говорят не про водку, а то, что они приезжают в Москву и говорят, что Москва — это город только одной встречи, пробки, трафик, дискомфорт, непонятно, о чем говорят москвичи, фигурируют какие-то огромнейшие деньги, значит, что еще? Еда даже не такая, к которой мы привыкли. И они говорят так, 2-3 дня максимум, после этого я больной, хочу обратно в Ригу. У вас такой вопрос возникал, когда вы работали в Москве? Katrs cilvēks Maskavu izjūt individuāli, jo cilvēki arī ir dažādi. Ir cilvēki, es zinu, kas ļoti, kā teikt, viņiem patīk šī pilsēta, šī dinamika. Ir cilvēki, kas saka, jā, es to nevaru ciest, un, teiksim, jo pilsēta viņa ir ļoti dinamiska, tāda dzīva. Mans personīgais viedoklis, esmu Maskavā nodzīvojis 2,5 gadus, un pēc tam vēl 9 mēnešus 2008. Gadā, tā ikdienā tur dzīvojāt. Es varu pateikt tā, ka, jā, Maskava ir tiešām liela, dzīva pilsēta, kas personīgi, man viņa atņem enerģiju un kā, teiksim, vieta, kur dzīvot, manuprāt, tā nav labākā vieta, kur dzīvot, ja? Bet es saku, tas ir individuāli katram cilvēkam. Tas pirmais jautājums, ka Maskava kā pilsēta, jūs ziniet, par tiem 20 gadiem Maskava kolosāli pārveidojusies. Ja jūs ziniet, 20 gadus apakaļ Maskava bija tāda, diezgan tāda vienmuļa, liela vienmuļa. Tad es varu pateikt, es tāpat kā jūs esmu visur bijis, Ņujorkā, Parīzē, Minhenē, Oslo, Turcijā visur un kaut ko un pateikšu tā. Tas ir skaidrs, ka Maskava šodien ir viena no skaistākajām, kolosālākām pilsētām. Par braukšanām tā ir, bet man kaut kā tā iznāca, ka man nav tāds vairāk biznesa, ka man jāstiekās ar 5 cilvēkiem dažādās Maskavas vietās. Tu saplāno kaut kā, tik un tā tu tiecies vienreiz, izrunā lietas, tad tālāk viss tā notiek. Braukā tiešām ar mašīnām, neparedzēti ilgi vienmēr jābrauc. Grāmata vai avīzi vai telefoniem, tik un tā strādā tajā mašīnā un tā tālāk. Un būt tur ļoti bieži noteikti jā. Un tāpat kā Parīzē vai ne, un lielās tādās Londonā, nezinu, kāds no jums arī gribētu tā šausmīgi dzīvot Parīzē vai Londonā, es tā nedomāju, bet strādāt, jā. Как вы относитесь к марке Made in Latvia и перспективе ее вообще в России в будущем? Вот когда создавалась Рижская Динамо, говорили так, что вот это влияние России в Латвии. А я говорил, извините, вот это же все наоборот. Это влияние Латвии в России. И сегодня вот Рижская Динамо для России делает, для Латвии в России делает очень много.
Потому что если вы поговорите с этими людьми, во-первых, теперь Латвию, Ригу знают через Рижское Динамо очень совсем другое поколение, которое не было привязано к той Юрмале 20 лет тому назад, вы помните, и так далее, к социализму. Вот. И очень приятно всегда слышать, что мы маленькими деньгами играем так здорово. Это раз. И второе, что вот в России очень нравится еще, что у нас национальная команда. Мы по возможности меньше приглашаем иностранцев, мы рассчитываем только на Латвию. И вот я хочу просто сказать, что вот Made in Latvia бренд, он очень хороший. Вот использование его, конечно, это вот зависит от нас всех. You know that UniCredit is a sponsor of the Champions League in soccer, and so we have, I think, 2 warm-up prizes. That is some balls. You may also know that for every Champions League season, there's a new pattern created of those balls, and if you would enter my office, you see them all lined up. So this is the actual season. Maybe there's a new design just for the final, we don't know yet, but this is the season now. So we have 2 of those, and that's the warm-up. No, it's not. Business and Baltia, Mr. Alexander Fedotovs. And the second one is Mr. Armans Apfelbaum from ACA Timber. That was warm-up, and we also have a nice prize, the main prize, which actually is a ticket to one of the games. It's a high-profile game, and it actually fits our topic. It's going to be ZSK Moscow versus Real Madrid on the 21st of February. So let's see who's going to go. That is a Human Resource and Competence Development Center, Ms. Liga Mikkelson. Вы видели, что мы умеем делать сюрпризы. Иногда это даже больше, чем сюрпризы. Теперь я хотел бы перейти ко второй категории сюрпризов. Это для наших участников панели. Потому что дело в том, что мы бы очень хотели, чтобы им запомнился этот день, который они провели вместе с Unicredit, и поэтому мы начинаем раздачу призов. В первую очередь, конечно, я хотел бы поблагодарить российское посольство в Латвийской Республике и хотел бы вручить некоторые вещи, которые напомнят как господину послу, так и Евгению Тихонову о участии в этой конференции.